Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе о снижении процентной ставки НДС президент провел совещание с членами правительства. Вынужденное решение глава Черноморэнерго сообщила о предстоящих веерных отключениях электричества. О подготовке к чемпионату мира, заседание оргкомитета по вопросам турнира по футболу под эгидой КНИФА в Абхазии. Предложение по внесению поправок в новый закон о налоге на добавленную стоимость, а именно вопрос снижения процентной ставки по мелкооптовым партиям, обсуждался на совещании у президента Рауля Хаджимба. В дискуссии приняли участие члены Кабинета министров, министра по налогам и сборам МВД, главы таможенного комитета и СГБ. Репортаж Елены Лолуа. На совещании речь шла о снижении процентной ставки ввозного НДС для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Как было подчеркнуто в ходе обсуждения, наиболее уязвимой категории участников рынка. Министр экономики предложил ввести НДС по ставке 0% на текстильную продукцию, обувь, автозапчасти, а также товары для детей. Львиная доля этих товаров ввозится в Абхазию именно представителями малого бизнеса. В правительстве уже подсчитали, сколько недополучит бюджет республики. По двум дополнительным категориям выпадает 33,2 миллиона рублей. Это текстиль и обувь. И автомобильные запчасти 6,2 миллиона рублей. Итого это получается 39 миллионов 400 тысяч. Вице-премьер Дмитрий Сериков предложил определить ряд, как он выразился, критических товаров продовольственной и промышленной групп, которые следует освободить от ввозного НДС. Этот перечень товаров не будет облагаться при ввозе НДСом как при ввозе на территорию, так и когда в реализации в розничной сети. То бишь на эти товары в принципе не будет НДС. Второй же подход, второе предложение заключается в другом. Оно заключается с точки зрения убирания ввозного НДС при пересечении границы. То бишь вообще убрать ввозной НДС при пересечении границы, а брать его, а потом в течение... И потом, в момент реализации уже в розничной сети, только тогда, когда у предприятия возникает реализация и выручка, в этот момент брать весь НДС с оборота. Необходимо ужесточить учет и контроль за провозом товаров через границу и тем, как уплачиваются налоги, подчеркнул в свою очередь премьер-министр Артур Миквабия. У нас почти 80 миллиардов оборот, я имею в виду совокупный валовый продукт. А получаемые налогов с них 3,2, 3,4. Это, если посчитать, это примерно 4,6-4,8%. В нашем всем этом хозяйстве существуют серьезные проблемы. Президент поручил налоговым органам поспешить с разработкой инструкций, в которой подробно будут расписаны механизмы взимания нового налога. В митинге приняли участие не только представители малого бизнеса, но и люди, не имеющие никакого отношения к малому или среднему бизнесу, сказал Рауль Хаджима. И нужно проверить, как они платят налоги и в какие сроки. Там я знаю другую категорию людей, которая включилась в эти процессы, у которых бизнес далеко отличается от малого и среднего даже. И вот по этой категории людей, по этим производствам, хотелось бы, чтобы вы поработали. А что касается вот тех людей, в большей степени по вине тех, кто занимался работой над этим проектом, то есть мы с вами, мы упустили этот момент. Вы сейчас мне все это расписали, что да, были какие-то моменты не учтены. Так давайте мы сейчас сделаем так, чтобы эта тема была закрыта. Каким способом, как тут говорил Дмитрий Николаевич, нам еще нужно несколько дней, наверное, будет обсудить для того, чтобы вынести его на парламент. Поправка к закону об НДС будет доработана с учетом требований предпринимателей. Было отмечено в ходе обсуждения. Большая часть совещания прошла без участия журналистов. Елена Лолуа, Сайта Гуха, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Принятие решения о ввозном НДС вызвало большой резонанс в среде мелких предпринимателей. В свою очередь, инициаторы закона рассчитывают увеличить поступление в республиканский бюджет. Насколько необходим НДС и как он отразится на экономике, выясняли наши корреспонденты. Смотрите специальный репортаж на Аллы Мукба.
Налоги, сборы и пошлины. Помимо доходов от государственного предпринимательства, они являются основой формирования бюджета любой страны. НДС – один из видов косвенных налогов. Налог включается в стоимость товара или услуги и выплачивается потребителям при покупке косвенно, а государству его передает продавец. Увеличение ставки ввозного НДС вызвало неоднозначную оценку в обществе. Государство должно вот этому мелкому бизнесу какой-то, оказывать поддержку. Это понятно. Найти надо какую-то золотую середину, не знаю, чтобы, как говорится, и волки сыты были, и овцы целые. Я, например, конечно, за то, чтобы платили бы все одинаково налог, но в то же время, если они не захотят там бизнесом заниматься, немножко сложностей будет. Если правительство посчитало, что они должны платить, значит, не просто так. Платить налоги, да каждый обязан. Это святое дело платить налоги. Любой человек, который занимается бизнесом, имеет свою фирму, имеет свой дом, имеет свою квартиру, он налоги должен платить. Для бюджета НДС играет роль источника постоянного поступления доходов и позволяет государству осуществлять планируемые или чрезвычайные расходы. То есть НДС должен находиться в постоянном движении от плательщиков к государству и наоборот. В Абхазии закон об НДС впервые был введен в 1994 году и составлял 10%. Но с учетом сложной экономической ситуации закон работал не по классической схеме. Мы не были признаны страной. И, соответственно, при осуществлении внешнеэкономической деятельности тот НДС, который существовал внутри Российской Федерации в тот период 20%, мы его не могли вычесть никак. Поэтому был вот такой механизм, который облагал НДСом только разницу между, грубо говоря, ценой ввоза и ценой реализации. Новая трактовка закона вызвала волнение в среде малого бизнеса. Тем не менее, большая их часть, хоть и высказывается против такого увеличения налогового бремени, но все же понимает, что делиться с государством частью своей прибыли необходимо. При этом они считают, что увеличивать налоги следует постепенно, чтобы у предпринимателей была возможность адаптироваться. Налоги есть у нас на нашу эту точку. Арендные у нас есть. За охрану мы платим, за все мы платим. Дорога у нас не бесплатная, этот товар просто не прилетает. Водителям мы должны заплатить. А когда вместе соберется, это получается очень много. Естественно, если мы повысим, да не то, что покупать не будут, просто не сможет народ покупать. На налогах строится любая цивилизованная финансовая система. При этом самый высокий уровень взиманий со стороны государства, выше 40%, наблюдается в Венгрии, Швеции, Франции, Италии, Финляндии, Австрии и Дании. Забирая у граждан часть заработанных ими средств, государство направляет эти деньги на улучшение уровня их жизни. В России НДС для большинства товаров составляет 18%. Еще почему НДС надо вводить, поскольку если мы хотим входить в Евразийское экономическое сообщество, если мы хотим иметь партнерские отношения с Россией, то у нас должно быть гармонизировано законодательство. В этом смысле, пока НДС существует там, нам придется с этим налогом иметь дело. Увеличение ставки НДС на ввозимую продукцию поможет выровнять ситуацию с импортными товарами и местными, которые находились в неравных условиях в Абхазии, считают разработчики закона. Таким образом, государство поддержит отечественных производителей. Следует отметить, что продовольственная группа товаров НДС пока не облагается. Окончательный перечень еще предстоит утвердить. У нас экономика сложилась такова, что у нас были райские условия для торгово-закупочной деятельности, для перепродажи чего-либо. А для производства было крайне невыгодно и крайне не заинтересован был в развитии производства. Возьмите 20-летний стаж существования Республики Абхазия. У нас практически создано было новых предприятий, производств по пальцам пересчитать можно. НДС – один из самых сложных видов налога. Введение нового закона эксперты считают необходимым. Однако это не должно происходить механически, без изучения его обратного эффекта на экономику страны. Экономисты считают, что в законе есть некоторые недостатки, но в целом он соответствует требованиям. Ошибка в том, что общество не было подготовлено к этому. Давно ясно было, что механизм надо нормализовать, то есть сделать его классическим, как это принято. А если ты сегодня начинаешь менять правила игры, многие могут просто не воспринять. И, собственно говоря, что и происходит. Многие проблемы были бы сняты, если бы в соответствии с законом был бы выпущен инструктивный материал, подзаконные акты.
Введение новой ставки НДС неизбежно приведет к росту цен. Этот факт и вызывает обеспокоенность в обществе. Но, по словам специалистов, есть возможность избежать такой ситуации. Один из способов – установление нескольких пониженных ставок для определенной группы товаров. Изменить ситуацию в плане того, чтобы цены не поднялись, вряд ли получится. Но возможность скорректировать, она существует. В соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности сгруппировать товары и объявить, что на эту группу товаров ставка 10, на эту 5, на эту 3. Подобное изменение налогового законодательства необходимо также в связи с подписанием с Россией соглашения о беспошлинной торговле. Без увеличения ставки НДС абхазская таможня будет пропускать товары, произведенные в России, без пошлин, что приведет к потерям в бюджете. НДС на границе позволит сбалансировать ситуацию. Понятно, что с введением НДС у государства возникнут определенные сложности, да и сам закон в первоначальном виде требует некоторых корректив, говорят специалисты. Но если будут учтены все риски, а также интересы отечественных предпринимателей и населения, закон НДС станет шагом в сторону развития экономики страны. Нала Мукба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Тема НДС и другие актуальные вопросы будут обсуждаться сегодня в прямом эфире на нашем канале сразу после новостей. В гостях у ведущей передачи «Ахёто» Элеоноры Когония, депутаты парламента Тимур Гуля, Дмитрий Гунба и Гурам Барганджи. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту в Министерство иностранных дел Российской Федерации в связи с участившимися случаями использования некоторыми российскими средствами массовой информации в своих репортажах, касающихся Абхазии, таких неприемлемых политических формулировок, как «непризнанная республика», «самопровозглашенная республика», «де-факто государство». Учитывая весь контекст динамично развивающихся российско-абхазских отношений, закрепленных многочисленными двусторонними договорами и соглашениями, Министерство иностранных дел Республики Абхазия считает неприемлемым использование подобных формулировок в материалах российских информационных агентств, освещающих события в Абхазии. Комиссия Министерства обороны под руководством министра Мираба Кишмария провела комплексную проверку подразделений вооруженных сил на восточном направлении Абхазии. Глава оборонного ведомства страны проверил уровень боевой выучки мотострелковых, артиллерийских и подразделений специального назначения. Детально ознакомился с результатами работы по обслуживанию и хранению вооружения и военной техники и созданию необходимых бытовых условий для проживания и отдыха военнослужащих, обеспечение их помещениями досуга, рабочими кабинетами командного состава. Министр обороны поставил задачу ответственным лицам приложить максимум усилий для устранения выявленных в ходе работы комиссии недостатков. Мираб Кишмари обратил внимание на вопросы тылового обеспечения, условий хранения вооружения и военной техники. Был также озвучен и ряд направлений совершенствования системы управления войсками и повышения их боевой готовности. Я думаю, что в дальнейшем мы будем также и проверять каждые полгода, как полагается. И мы будем принимать особое участие в этом направлении. Имеется в виду восточное направление. Потому что вы прекрасно знаете, это направление находится с границы Грузии. Так что мы думаем, что всегда мы должны быть боеготовы. Те офицеры и командиры, которые сегодня находятся в строю, в этом батальоне и в других спецподразделениях, они боеготовы. Потому что их поведение, их оружие и другие спецоборудование, которое находится в исправном состоянии. Самое главное, то, что техника находится в исправном состоянии, за ними закреплены люди, резервисты. И те солдаты, которые стоят в строю, сегодня действительно выполняют свой воинский долг. Спасибо им большое родителям, им, то, что они находятся в строю и служат Родине. Подача электроэнергии в режиме экономии с 25 января начнутся веерные отключения в городах и районах республики. В госкомпании «Черноморэнерго» природные явления называют основной причиной вынужденного решения. Глава госкомпании встретился с журналистами и рассказал о ситуации. Подробности в следующем репортаже. Верное отключение необходимо во избежание энергетического коллапса, заявил глава госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басария. Дело в том, что в Джвардском водохранилище, питающем Ингургэс, в прошлом году не набралось достаточного количества воды. Ее уровень опустился до рекордных 17 метров. При том, что общее количество воды в нем должно составлять около 670 миллионов кубометров. Таковы зимние последствия засушливого лета. В процессе эксплуатации и приближения к зимнему периоду вода в той или иной степени немножечко набралась.
но, к сожалению, большому, на сегодняшний день отставание на 12,5 метров. В связи с чем, как вы знаете, в зимний период времени Абхазия потребляет 100% от выработки ингургеса и перепадный ГЭС, в связи с чем, если нам сейчас не включить систему веерных отключений, в марте этого года вполне возможно, что мы можем столкнуться с полным отключением гидроэлектростанций. Вместе с тем в стране увеличивается уровень потребляемой электроэнергии, что также ведет к наибольшему расходу воды на станциях. Если летом население потребляет 15-20% электроэнергии, вырабатываемой Ингургэс, то зимние показатели составляют все 100%. В Черноморэнерго уже разработан график веерных отключений. Абоненты могут увидеть его и в объявлениях по телевидению, и на странице официального сайта госкомпании. График, по мнению разработчиков, составлен с учетом наименьшего причинения неудобства потребителям. В общей сложности света не будет 4 часа в сутки в каждом районе. 2 часа – это в ночное время суток. Мы думаем, что наши граждане не почувствуют этих отключений. И 2 часа днем, то есть приблизительно с 10 до 16 часов. Тоже, опять же, рабочее время. Надеемся на то, что этот график, который мы достаточно долго согласовывали, будет максимально приемлем для нашего населения. Веерные отключения электроэнергии, которые коснутся всех городов и районов республики, продлятся до 15 апреля. Однако есть надежда на то, что уровень воды в водохранилище в скором времени поднимется, что поможет избежать критической ситуации. Асида Малия, Саид Агухава, Абхазское телевидение. А сейчас предлагаем вашему вниманию график отключения электроэнергии по районам. Галский и Ткварчалский районы, западная часть Гудаутского района, город Пицунда, село Аллахадзе с 0 часов до 2 часов ночи и с 14 до 16 часов. Центральная часть города Сухум и Гагарский район с 2 до 4 ночи и с 10 утра до 12 часов дня. Очамчирский, Сухумский, Гульрипшский районы, восточная и западная части Сухума, город Новый Афон, восточная часть Гудаутского района с 4 утра до 6 утра и с 12 до 14 часов дня. Сегодня премьер-министр Абхазии Артур Миквабия провел первое рабочее совещание с членами оргкомитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой КНИФА в Абхазии. Обсуждались организационные вопросы. Сария Смыр расскажет подробности. Остается еще много нерешенных вопросов по организации чемпионата КНИФА в Абхазии. Первенство будет проходить с 28 мая по 6 июня, и участие в ней примет 12 команд. Программа в дни проведения чемпионата будет насыщенной. Предусмотрено большое количество культурных мероприятий. С программой присутствующих ознакомил президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал. Проведение чемпионата мира по футболу в Абхазии требует выполнения следующих условий. Размещение участников чемпионата. Размещение официальных делегаций и лиц, организация официальных встреч и выступлений, а также концертных и иных программ в рамках культурной программы. Спортивная программа собственного чемпионата, организация призового фонда, организация мероприятий, открытия и закрытия чемпионата в рамках спортивной программы. Обеспечение транспорта для участников и официальных гостей, подписание различных документов, соглашений и меморандумов о намерении с различными делегациями. Пока еще остается открытым вопрос расписания матчей, на каком стадионе они будут проходить. Здесь не исключен вариант проведения игр, в том числе и на Гагарском стадионе. В связи с этим необходимо будет Гагарский и Сухумский стадионы привести в надлежащий вид. Одним словом, предстоит решить много вопросов. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби отметил, что к вопросам организации предстоящего чемпионата необходимо отнестись со всей ответственностью. Хотелось бы, чтобы в недалеком будущем мы проводили бы с вами матчи ФИФА, УЕФА. Мы начинаем с КНИФА. Это тоже достаточно большое событие. А для нас было это приятным известием, что проводить это соревнование и почетно, и ответственно. В этой связи у нас, думаю, что все присутствующие здесь понимают,
что мы на себя берем, я еще раз повторяю, большую ответственность. Создание сувенирной продукции для гостей также входит в основную программу, и ответственность за это будет возложена на Министерство культуры Абхазии. Большая нагрузка в дни чемпионата мира возлагается на МВД, МЧС и Минздрав, ведь именно они будут отвечать за безопасность во время проведения мирового первенства. Сария Смыр, Артур Каландия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью 4,6, днем 10-12 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.